Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие, и земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что за мужчина у вас уже на пороге? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, видите эту восьмерку? Восьмерку. С левой стороны у вас на пороге человек, который много работает. Человек, с которым, возможно, вы вместе работаете, либо когда-то работали. Но вот как-то восьмерка вас объединяет. Ну, либо человек такой, знаете, трудоголик, например. А может быть, этот человек придет к вам для того, чтобы на вас поработать. Допустим, да, человек придет, как, например, не знаю, почтальон, либо как мастер по ремонту, чего бы то ни было. Может быть, человек придет что-то проверить, да, там, наладить. Может быть, по долгу, там, не знаю, по службе, может, это полицейский какой-то войдет в ваш дом, там, опросить жильцов по какому-то случаю. Все может отыграться. Вы все разные, у каждого будет по-своему. Но вот прям восьмерку, видите, четко с левой стороны. Человек будет либо при исполнении, да, своих обязанностей на работе, как говорится, либо вы вместе работаете, либо работали когда-то раньше вместе. Вот восьмерка вас связывает. Кстати, эта восьмерка очень хорошо характеризует этого мужчину. То есть мужчина при деле, мужчина умеет работать, мужчина молодец, никогда не отлынивает от работы. Наоборот, он растет в своей работе, он живет своей работой, он добивается максимальных результатов на своей работе, да, в своей работе. Хорошая характеристика на самом деле. Смотрите, человек, опять же, как я говорила, да, вы все разные. У кого-то отыграется, что по долгу службы идет в ваш дом, и будет как знакомство, например, да, первое знакомство с этим человеком. Вот пришел, например, к вам электрик, вы познакомились, хороший человек понравился, вы ему понравились, да, хороший разговор состоялся. Ну вот в таком ключе. Но у других, например, если вы вместе работаете, человек найдет причину, вот любую причину для того, чтобы к вам прийти и, соответственно, с вами, я не знаю, увидеться, пообщаться, либо что-то для вас сделать. Может быть, вы действительно недавно с кем-то из коллег общались и сказали, что вам там, например, лампочку нужно поменять, а она высоко, и вы не дотянетесь. И один из коллег сказал: вот я приду, тебе помогу. Да? Не потому, что ему хочется прям всем лампочки укручивать, а хочется именно с вами время провести. Посмотреть на вас в домашних условиях, просто вот, да, лишний раз с вами встретиться. И так может отыграться. Так, смотрите, человек на пороге, встреча будет однозначно, либо знакомство будет однозначно. Что из этого всего выйдет? Вот вижу, что здесь вот явно зарождение каких-то очень серьезных чувств, по крайней мере, в вашу сторону 100%. Вы можете человека там отметить, да, если симпатично, скажете: о, симпатично, либо о, приятно общаться, либо ой, какой хороший там человек, вот мне помогает, да. Но для мужчины вы прям, самое-самое как желанное, да, желанное, прекрасное, очень сильно впечатляете в этого человека, либо очень сильно впечатлите, если будет новое знакомство. Человек прям покорен вами. Знаете, как хочется вас съесть глазами, в таком ключе информация идет. Прям неизгладимое впечатление. Как-то особо вы будете прекрасны в этот день, либо для мужчины вы вот в самом лучшем свете покажетесь.
Не просто так идет, что-то он все-таки будет делать. Делать, либо с чем-то вам там решит, например, помочь. Да. Здесь для мужчины в процессе вашего общения будет самым главным зацепиться, да, чтобы позвать вас на свидание, либо чтобы договориться еще об одной встрече. И вот он начнет вам там что-то рассказывать, о чем-то говорить, договариваться о новой встрече. И вы, конечно же, согласитесь, потому что человек вам все равно тоже вот как-то приятно идет. Хоть вы и не расположены, допустим, там, к таким вот шапошным знакомствам и сразу же, да, только познакомились и иду на свидание. Нет, вы так никогда не поступали. Но этот человек вам покажется очень милым. Честным, милым и открытым. Но по факту оно так и есть. Вы его очень правильно прям просканируете и правильно считаете. Вот. Он для вас вообще как открытая книга идет. Ну, потому что он действительно честный. Вот нет в нем какого-то налета, там, хитрости, лжи, лицемерия. И вы это тоже очень почувствуете. Вообще вам будет казаться, что это ваша родная душа. Ну вот настолько вот энергетика чистая, положительная, она очень схожа с вашей. И вот родство это почувствуется. Так, что касается вас. Ну вот здесь четко показывают, что вы за последнее время очень сильно поменялись. Вот в прямом смысле слова очень сильно поменялись. Это заметно не только в разговоре с вами, не только в вашей манере подачи, но и во внешности это заметно. Вы очень сильно поменялись. И я вам скажу так, поменялись вы однозначно в лучшую сторону. Вы стали и смелее, и активнее, и, знаете, как насчет чего-то перестали заморачиваться, насчет чего-то совершенно никчемного, ненужного. У кого-то еще отыграется, что вы себя лучше стали чувствовать по сравнению с тем, что было, там, допустим, неделю назад. Прям как улучшилось у вас здоровье, самочувствие, психика восстановилась, да? Нервная система у вас восстановилась. Однозначно вы в лучшей форме находитесь. И люди это и видят, замечают и отмечают. Вы это тоже ощущаете, но вам как бы, у вас нет возможности со стороны на себя посмотреть. У вас больше как внутреннее ощущение идет. И еще, мои хорошие девочки, у многих из вас вот какое-то предвкушение есть, да? Что вот я стою на пороге чего-то серьезного, судьбоносного, того, что вот летит в мою жизнь, войдет в мою жизнь и вот всю расстановочку поменяет. Вот есть у кого-то из вас такое ощущение. И я вам так скажу, ваше ощущение, оно 100% правдивое. Оно ровно так и исполнится. Действительно, вы стоите на пороге очень крутых перемен, и жизнь ваша будет меняться. У кого-то быстрее, у кого-то чуть подольше, да, все эти перемены будут происходить, но до конца этого года вы будете жить совершенно по-другому. Скорее всего, даже какие-то ваши мечты по поводу там, уровня, качества жизни, вот они как раз-таки исполнятся. Вот как время пришло вам меняться, как время пришло в новую эпоху, в новую пору своей жизни войти. И вы, как говорится, на правильном пути. И чем ближе будут перемены, тем сильнее у вас будет это ощущение, что вот-вот что-то случится, вот-вот что-то произойдет. Вы прям как улавливаете это, улавливаете в воздухе. Так, еще один человек у вас на пороге. Человек, о котором вы уже забыли. Смотрите, вы о нем забыли, а вот он о вас никогда не забывал. Человек может быть каким-то давнишним приятелем, знакомым, бывшим. Человек может быть там случайным знакомым, да, вы там познакомились случайно. И он вами впечатлился, а вы им нет, да, и вы его забыли. Но вот вижу, что вы не думаете, давно не думали об этом человеке, и не думали, не вспоминали, как-то не очень интересен был этот человек вам. Вот он у вас на пороге. На пороге, потому что очень сильно соскучился. А у кого-то отыграется, что этот мужчина, вот он жил только вот этой идеей, мечтой и надеждой, что он рано или поздно вас увидит и рано или поздно с вами встретится. Вот, опять же, вы разные, вы все разные, у каждой по-своему отыграется, но он тоже у вас на пороге. Этот человек, ну вот как я вижу, либо он тяжелую работу над собой проделал, либо он действительно какой-то долгий тяжелый путь должен преодолеть для того, чтобы появиться у вас на пороге. Но, как говорится, сердцу не прикажешь, да, и он идет, он уже в пути. И вот он объявится, появится. Не могу сказать, что вы прям обрадуетесь. Ну, если хорошие были отношения, то, конечно, скажете, ну, приятно, да.
Не то чтобы радостно, просто приятно. И если отношения были не очень хорошими, либо как-то там поганенько вы расстались, то вы немножечко, конечно, тоже так скривитесь, скажете, ну вот, а зачем ты появился, а зачем ты пришел? Но у человека есть железобетонная причина для того, чтобы появиться. Возможно, у этого человека осталась какая-то ваша вещь. Вот он и типа вам ее вернет. Да? Вот я не просто так пришел, я пришел вернуть. Либо он вам что-то пообещал. И вот он такой, вот и смотри, я честный, я пришел исполнить свое обещание. Ну, будет, конечно, он пытаться там вас на любовь раскрутить, себя предлагать будет там в качестве и помощника, и друга, и там любовника. Ну, каждый по-своему отыграется. Но вы как-то не сильно на него будете реагировать. Ну, в принципе, это будет немножко удивительно, не могу сказать, что приятно, но удивительно. И больше вопросов, чем ответов. Да, ну вот зачем ты появился через столько лет? Кто тебя звал, кто тебя приглашал? Ну какая-то вещь, Господи, ну оставил бы себе, либо там выкинул в крайнем случае. Зачем ты мне вот через столько лет, либо через столько месяцев привозишь эту вещь? Да, ну там что-то несерьезное, девчонки, просто несерьезное. Вот. Но ему очень хочется вас увидеть, и он с вами точно увидится. Будет, кстати, вами разочарован. Разочарован вашим приемом. Почему-то он надеется, что вы там прям в объятия кинете, скажете: любимый, дорогой, я тут ночей не спала, все тебя ждала, да, в окно все выглядывала, когда же ты придешь. Ну, может, на такое рассчитывал. Может быть, он думал, что вы, ну, допустим, да, там перед ним растаете, скажете: вау, ты пошел на такой поступок, ты вот мне вещи эту привез, там герой, ой-ой-ой, сейчас расцелую. Может быть так. Ну, увидит, пообщается и дальше пойдет. Он себя предлагает, вы такая: не хочу, нет, нет, спасибо. Он такой: ну ладно, что я могу поделать? Ну, главное, что он вас увидит. Ну, в общем, такой, знаете, скорее как ни о чем. Больше удивления вызовет, да, чем каких-то положительных эмоций. И еще одного человека показывают в левой стороне. Человек, с кем вы поссорились. Причем поссорились, ну, не так давно. Это тоже мужчина, и вы с ним поссорились. Вот здесь совершенно непонятно, какие у вас отношения. То ли вы о нем совершенно не думаете, ну как запретили себе о нем думать. Да? Говорите: не буду, не думать, не вспоминать. Может быть, даже обидел вас этот человек, потому что вы от него как будто бы закрылись. Причем целиком и полностью закрылись. Он в левой стороне вышел. Вот. Но четко показали, что был какой-то раздор между вами, какая-то рассорка произошла. Мужчина может быть как и любовник, так и жених, так и муж. И также мужчина может быть как просто какой-то рандомный мужчина, с которым вы поссорились, да, какой-то конфликт состоялся. Да, может быть, там на парковочном месте, может быть, там на работе, да, какой-то недовольный был. Вот, человек придет с извинениями. Вот здесь четко с извинениями. Человеку стыдно, человеку неловко, и человек будет всеми силами пытаться с вами помириться. Ну, хотя бы услышать от вас эти слова, что я претензий не имею, как бы не обижаюсь, и все хорошо, да, давай забудем. Вот в таком ключе. Здесь человек придет красиво, будет действительно от чистого сердца извиняться перед вами. Ну, красиво там с цветами, скорее всего, придет, с какими-то подарочками придет. Но вижу, что ему удастся с вами помириться. И, в принципе, вы будете довольны этой ситуацией. Если это ваш любимый человек, то, конечно, все просто у вас замечательно сложится. Да, и примирение будет очень ярким, жарким. Если это рандомный мужчина, с кем у вас конфликт произошел, то, в принципе, человек оставит о себе самые лучшие впечатления. Вот, ну, вы войдете в положение, может, он объяснит причину, почему там у вас скандал произошел. Вот, вы поймете и скажете: ну, в принципе, оказался неплохой мужик. Да, вот он извинится, вы его простите, и на том и разойдетесь. Ну, вот в таком ключе информация пошла. И еще, здесь вам просят передать про какого-то мужчину на букву К. Этот мужчина, он не может выполнить обещание, которое вам давал. Вот. Не может выполнить не по своей вине, а по какой-то очень коварной причине, которая свалилась на него вот как снег на голову. Может быть, этот мужчина, я не знаю, там профессиональные услуги оказывает. Может быть, это какой-то знакомый, либо родственник. Там что-то у него случилось. Обстоятельства непреодолимой силы. Он бы хотел, он действительно
человек слова. Но вот какие-то злые обстоятельства не позволяют ему это слово сдержать. И вот этот человек даже, возможно, не сможет с вами связаться. Опять же, по очень серьезным обстоятельствам просто не сможет выйти на связь. Не обижайтесь на этого человека, поймите, этот человек, видите, пробрался даже на отсыпку для того, чтобы передать вам весточку, что я очень хочу исполнить свое слово, обещание, но вот не могу и все. Вот такая ситуация у него произошла. Ситуация непреодолимой силы. Да может быть что угодно, но человек в этом сам не виноват. Вот, скорее всего, будете искать, не найдете. Это не значит, что он там сбежал, спрятался. Это значит, что у него что-то очень серьезное произошло. Вот. Не обижайтесь на этого человека, зла не держите. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.